Доброе утро. Всего по территории республики тушится на сегодняшний день 35 пожаров. Вернее, есть 35 пожаров, тушится из них 8. Людей работает на пожарах 380 и техники 36. Локализовано за сутки 4 пожара, ликвидировано 4. К сожалению, вновь обнаружено тоже 4 пожара. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки при дислокации личного состава на территории республики привлекались 2 воздушных судна от Министерства чрезвычайных ситуаций. Выполнено 28 вылетов. Приближенным и угрожающим населенным пунктам пожаров нет. Работы по тушению проводятся на территории 4 районов республики. Это Вилюйский 1, Сунтарский 2 пожара, Усьмайский 4, Чурапчинский 1. Другие пожары находятся на зоне контроля. При этом также работает самолет-зондировщик Ан-26, который показывает свою эффективную работу. Благодаря работе данного самолета хорошие обильные осадки пошли по нашим пожарам. Сейчас у нас в Республике Саха-Якутия обстановка по лесным пожарам нормализуется, очагов у нас становится все меньше, меньше и меньше. Конечно же, благодаря работе оперативных служб, авиации, наземных служб, пожарных, техники, МЧС, военной техники. И благодаря всем усилиям мы все-таки стали добиваться нужного результата. Конечно, хотелось бы это намного раньше, чтобы это все происходило, но, к сожалению, что мы видим на данный момент, то мы видим. Лесные пожары в Республике Саха-Якутия, они у нас начались примерно с мая месяца. По заявлениям властей, правительства, да, они утверждают, что это все знали, все про очаги знали, но данные очаги возгорания, они были обнаружены изначально в очень труднодоступных местах, куда порой даже и авиация не долетает, то есть не хватает бензина и топлива. И поэтому тушить в труднодоступных местах экономически невыгодно. Вот такие вот комментарии, к сожалению, дают наши представители власти. Тушение пожаров в зонах контроля, оно, конечно же, экономически нецелесообразно, потому что транспортная схема отсутствует, и доставить туда очень тяжело и финансово затратно. Представляете, допустим, порой даже не хватает дальности полета воздушного судна, чтобы долететь до такого пожара. Но о том, что мы тушим только вблизи населенных пунктов, конечно же, это неверно. Вся территория разделена на зоны охраны, то есть авиационная зона и труднодоступные удаленные территории, плюс наземная зона. Пожароопасный сезон у нас начался уже в мае, в конце мая. То есть если горит где-то в глухой тайге, это не так страшно. Если это начинает гореть вблизи населенных пунктов, это уже тревожный знак. Поэтому здесь тянут до того периода, пока это не касается населенных пунктов и людей. Не знаю, конечно, правильно они рассуждают или нет, но они говорят, что как только огонь подходит к экономически важным объектам, либо населенным пунктам, то начинаются принимать меры. Но сейчас на данный момент у нас очаги возгорания в 4 регионах республики. Сейчас давайте мы с вами переместимся в Усьмайский УЗ, где работает бригада пожарных добровольцев. Добровольцы у нас состоят не только из якутян, но и других регионов России. И взглянем глазами добровольцев, как они тушат пожар, как они живут в условиях тайги. В общем, как они питаются. Давайте мы с вами все это вместе с ними посмотрим. Дымяра, дышать невозможно. Что вроде здесь хотит разгориться. Сейчас мы его ликвидируем. Начинает здесь у нас.
Ну вот так вот, друзья, такое вот дело. Дыхалка нужна, выносливость, по сопкам бегать, дымом дышать. Так что не для слабаков дело все это. Сейчас все это заберу и туда к ребятам. Ну, такой вот август. Так ребята работают: десантники, пожарные, парашютисты, добровольцы. Дышат этим дымом, очень едкий запах, жара. Так что пожарникам, огнеборцам большое уважение. Здесь мы его потушим сегодня. Многие еще задаются вопросом, а сколько вот получают у нас пожарные, лесоохраны, добровольцы. И вот у нас есть комментарии журналистов, независимых от журналистов и официальных лиц, которые говорят про зарплату добровольцев и пожарных в Республике Саха-Якутия. Давайте тоже это послушаем, этот комментарий. Наша местная авиасохрана, она заявляла о том, что у нас платят 6 рублей с гектар. Почему 6 рублей? Мы исходим из плотности населения. Если вот много населения, значит много, то есть есть фактор угрозы людям конкретный. Расценка выше, то есть есть риск возникновения, что пожар будет вредить большему числу людей, вот вам поэтому и больше денег. У нас вот считается, что у вас на квадратный километр людей меньше живет, поэтому вот вам и 6 рублей. Если там платят 24 рубля в Западной России, то у нас почему-то 6 рублей. На практике это получается, что этих денег не хватает, потому что ты должен все равно большие территории объехать, ты должен горючее потратить, ты должен людям зарплату заплатить. И в итоге зарплата здесь не меньше у пожарных, чем в западной части России. Я уверен, что зарплата должна быть в разы выше, потому что работа связана с повышенной опасностью. Но, по сути, порядка чуть больше 30 тысяч в зимний период. В летний период зарплата у них выше за счет того, что они работают на тушение пожаров, но все равно, значит, та зарплата, которая существует у них, она недостаточна для того, чтобы нормально работать. В таких сложных условиях, где пожарные рискуют своей жизнью, вот спасая лес, животных, населенные пункты и так далее, они должны получать достойно. То есть, грубо говоря, зарплата должна быть, не знаю, на порядок выше, чем заявляют официальные лица. Чем нас кормят? Что нам дали? Такое вот питание.
Это на первые 2 дня. Что у нас здесь есть? Есть вот такое вот повидло. 45 грамм. Сухое горючее. В таблетках. Потом идет вот такое вот масло сливочное. Фарш колбасный. Сливки сухие, быстрорастворимые. То же самое. Икра из кабачков. Ну, это баклажан. Сахар. Тоже сахар. Тоже сахар. Ложки идут. Идет чай. Идет молочный напиток. Сухое молоко. Идет сок. Адаптовит. Также опять сливки. Галеты. Вот идет фруктовая палочка такая. Жевать ее. Салфетки. Дезинфицирующие. Такие вот галеты. Идут 4 пачки вместо хлеба. Баночка каши гречневой. Баночка мяса с зеленым горошком. Говядина тушеная. Опять сливки. Витаминка. Перец черный. Соль. Таблетка, я так понял, для очистки воды. Кидаешь, если с озера набираешь. Салфетки. Чай. Кофе. Одна маленькая пачечка, 2 грамма. Спички охотничьи. 6 штук. Ну, открывалка, чтобы эти банки открывать. Ну и рекомендации, инструкции по использованию, употребления рациона питания. Вот такие продукты на 2 дня дается. Потом макароны, гречка, рис, тушенка.